Приветствуйте, уважаемые зрители моего канала. Как вы видите, в магазине Магнит вывешено так называемый документ, на котором нету ни лица ответственного, ни подписи, ничего. У меня в туалете, кстати, такая же бумажка висит. На бумажке должна быть подпись, кем она выпущена и что обозначает. Как вы можете видеть, молока, хлеба в данной, так сказать, бумажке туалетной нету. Однако пробивается 2 чеками на основании устного указания. Какое-либо разъяснение мне давать отказываются. Нахожусь в магазине города Ижевска, Краева 40Б, на который не раз уже были написаны жалобы, но все равно продолжают работать. Благодарю вас за внимание. Будем следить дальше. Как вы можете видеть, уважаемые зрители моего канала, я жду документ, но, видать, документа нет. Они просто скрываются. Вот такие нынче настали времена, что никаких документов, ничего нету. Прошу ответственные органы, контролирующие, наведаться в данную торговую точку. Еще раз повторяю адрес: Краева 40Б, город Ижевск. И проверить, на основании чего в руки покупателю дается не больше 5 штук товара, не обозначенного, кстати, ни в каком списке. Просто они так решили. Нынче законы все отменены, просто если человек решил, он так и делает. И мне не тысячи. Где здесь написано молоко? Где написано молоко? Где написан хлеб? Нигде не написано. Отлично. Ну, на основании чего? Вы мне бумагу покажите. Нету бумаги. Бумаги у нас нету, да? Нету. А на основании чего тогда? Это вы так решили? Я простой продавец. Мне что сказали вышестоящие, то я и делаю. А если вам скажут с крыши прыгнуть, вы тоже прыгнете? Тоже прыгнет. Нет, покажите мне бумагу, а желательно с печатью. Вот бумага, печать и все. То есть бумаги у вас нету. Нету. А на основании чего тогда? Не знаю. Вы знаете, что вы нарушаете закон? Знаю. Отлично. А санкции по закону какие, знаете? Нет. Незнание закона не освобождает от ответственности. То есть бумаги у вас нет. Так? Я еще раз их сказала. Директора пригласите, пожалуйста, тоже.